Это новости в прямом эфире. В студии работает Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Порядка 287 тысяч жителей республики приняли участие в голосовании по изменениям в основной закон страны по состоянию на 12 часов по якутскому времени. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Якутии Иван Андросов. В Якутске гражданский долг выполнили более 65 тысяч горожан. Что касается промышленных районов республики, то в Мирнинском количество проголосовавших составило чуть больше 37%, в Нюрнгринском почти 35%, Ленском 30%. Если мы в 10 часов утра, избирательные участки пришло 41,05 избирателей, то в течение 2 часов мы прибавили на 2,5%. По состоянию на 12 часов проголосовало 286 962 участника голосования и 43,66%. В целях безопасности горожан в этом году приняты масштабные санитарные меры. Например, голосование на дому. Количество желающих высказать свое мнение в таком формате в столице региона достигло около 1500. Для этого нужно позвонить в свой избирательный участок. Его номер можно уточнить на горячей линии. Я только что проголосовала. Рада, что приняла участие в голосовании. Когда сказали, что есть возможность пригласить членов комиссии по адресу, то я решила воспользоваться, так как уже давно сижу на самоизоляции и в отпуске нахожусь уже более 100 дней. Появляется уже страх от массы людей и нахожусь в группе риска, поэтому решила впервые воспользоваться вот такой возможностью, скажем. И всю свою сознательную жизнь с 18 лет ни одного случая выборов не пропускала, поэтому я довольно, спокойно выразила свое мнение и надеюсь, что буду поддержана в этом мнении многими. По всему региону открыто более 800 участков. Подсчет голосов за все 7 дней начнется после закрытия избирательных участков. В ЦИК Якутии заявляют о низком количестве жалоб в период общероссийского голосования. Мероприятие это серьезное, поэтому каждый должен выполнить свой гражданский долг, прийти голосовать. Свое мнение высказать. То есть он должен проявить активность. Поэтому я и вот каждый раз стараюсь одни из первых прийти голосовать. Не знаю, дело каждого, но мне кажется, хорошие поправки, почему нет? Россия должна измениться. А вот та, которая Конституция была до этого, она уже устарела. Получается, каждый человек обязан голосовать. И это выбор каждого, то есть не нужно говорить то, что вот некоторые сидят дома и говорят нет, да, но это неправильно получается. И каждый голос должен учитываться, и надо приходить в избирательный участок и отдать свой голос. Сегодня утром, получается, я сделала свой, долг, получается, да, и вот со спокойной душой иду обратно на работу. Я сегодня голосовала на своем избирательном участке вместе со своими избирателями. И считаю, что каждый гражданин сегодня должен прийти на избирательный участок, каждый житель нашей республики, города Якутска, и проголосовать. И отдать свой голос за стабильность, за целостность нашей страны, за будущее наших детей. Все мы с вами понимаем, что практически все, что сегодня делается в стране, во многом зависит от нас, от всех жителей страны, от жителей республики, от жителей города Якутска. В
В целях исключения условий для распространения коронавирусной инфекции будут приниматься повышенные меры безопасности. Все участковые избирательные комиссии Якутска и Жатая сегодня обеспечены средствами индивидуальной защиты. В наличии перчатки, маски, халаты, санитайзеры, тепловизоры и другие средства. Ими будут обеспечены члены комиссии, участники и наблюдатели. Сам процесс голосования пройдет в рамках специальных алгоритмов, исключающий любой риск заражения. Кстати, за ходом голосования в Якутске будет следить большой корпус наблюдателей из 200 представителей общественных организаций и инициативных граждан. В Нерюнгринском районе работают 34 избирательных участка. Активность граждан растет с каждым часом. На участки приходят целыми семьями. С 25 по 30 июня в районе проголосовали почти 18 тысяч человек. Как на участках, так и на предприятиях по месту непрерывного цикла работы и на дому. Всероссийское голосование за Конституцию. Обязательно надо пройти, проголосовать за тот пункт, который тебе хочется, который тебе нравится. Я вот, например, как пенсионерка, так мне все достоинства пенсионные. Вот поэтому и пришли, голосуем. Мы пришли на голосование всей семьей, которая проживает в этом городе. Для чего? Для того, чтобы наша жизнь была лучше. Для того, чтобы наши внуки, которые вот сейчас вот бегают вокруг нас, им жилось хорошо. Надо же выразить свою гражданскую позицию. К этому серьезно относимся. С завтрашнего дня в Якутии снимут ряд ограничений по коронавирусу. В регионе эпидемиологическая ситуация нормализуется. Так, за последние сутки в республике выявлено 44 новых случая COVID-19. Больше всего заболевших в столице региона 33 человека. 5 инфицированных в Мегино-Кангаласском районе, 4 в Нерюнгринском, по 1 в Мирнинском и Хангаласском районах. Глава региона Айсен Николаев отметил, что несмотря на снижение количества заболевших, в республике продолжает действовать режим повышенной готовности. Разрешается работа торговых центров без фудкортов и игровых зон. Также разрешается работа уже библиотек, музеев, туристических баз, мест, связанных с туристическими комплексами. Разрешается работа летних кафе до 0 часов, то есть чтобы они круглосуточно не работали. Разрешается работа организованных пляжей при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. При этом прошу понимать, что режим повышенной готовности по республике он сохраняется. Ряд ограничений остаются в целом по всей республике, в том числе, например, на проведение массовых мероприятий, на работу объектов кинотеатров, например, мест общественного питания некоторых. Также остается масочный режим, который необходимо соблюдать, опять же, по тем требованиям, которые были установлены ранее. Регулярная дезинфекция проводится на паромной переправе Якутск-Нижний Вестях. Это необходимо для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в регионе. Подробности в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Работы по дезинфекции курсирующих паромов начались здесь еще в начале июня. По рекомендации Роспотребнадзора и, соответственно, по распоряжению Министерства транспорта республики в июне месяце мы приступили к постоянной обработке судов дезинфицирующими средствами, которые получили, опять же, при помощи Министерства транспорта на водоканале. После каждого рейса паромы, которые находятся со стороны города Якутска, подвергаются санобработке, пока он находится без автомобилей и пассажиров. После каждого рейса, после каждой погрузки у нас проходит дезинфекция всех мест, где скопление людей, всех перил, всех, где люди опираются, где вообще присутствуют. При заезде или при большом скоплении людей подходим, говорим, чтобы надевали маски, чтобы не кучковались или сидели лучше по машинам. И только после всех этих мероприятий капитан судна дает команду запустить автомобили на паром. Уважаемые пассажиры, в республике Саха-Якутия участились случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В целях недопущения распространения вируса мы просим вас соблюдать основные правила.
В основном пассажиры, тех, которые ездят с нами, в основном, я подчеркиваю, это сознательные. Во-первых, они все информированы о соблюдении масочного режима. На паромах тоже у нас имеется наглядная информация о том, что обязательное соблюдение масочного режима, соблюдение дистанции социальной. Все эти мероприятия будут проводиться на паромных переправах столицы до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.